отличаются народы друг от друга? Я однажды была свидетелем одного разговора этнографов, кандидаты исторических наук, всерьез разговаривали о том, что мы в конце концов изучаем. Мы все одинаковые, мы все покупаем одежду на китайском рынке, мы все в Новый год будем делать салат оливье и так далее, и так далее. В чем разница? На что я услышала гениальный ответ доктора исторических наук Томилова Николая Аркадьевича. Он тогда сказал следующие слова. О чем вы говорите? Мы все этнически окрашены. Хочу повторить эту фразу еще раз. Мы все этнически окрашены. Головные уборы. Очень интересная и многогранная тема. Для каждого народа будет свой головной убор. Женский, мужской, детский. Все будут разные, чем-то будут отличаться. Сейчас у меня в руках экспонат Музея археологии и этнографии Омского государственного университета «Сурбан» и «Масмак», которые призваны прикрывать волосы замужней женщины. Чувашские «Сарбан» и «Масмак» с традиционной орнаментикой чувашской, где участвует золотное шитье и изображение солнца. Эти же солнца, и именно вот так вот, как они здесь представлены, участвуют в изображении современного герба Чувашии. Площадка у нас в качестве примера готова как раз и продемонстрировать. Оля, что готова продемонстрировать? А сейчас узнаем. Дарья, расскажите, пожалуйста, много чего перед вами здесь лежит. Расскажите, что это, каких это времен, это современные вещи или, может быть, антиквариат здесь тоже какой-то есть? Да, это все предметы чувашского народного творчества, скажем так. Это сурбан. Что это такое? Сурбан – это покрывало замужней женщины, одевается. На голову? Покрывается, да. На голову, на шею, на плечи. Самоткан. А приподнимите, покажите его. Давайте посмотрим. Этим сурбаном им порядка 100 лет, 80-100. Примерно ткань, она натуральная, самоткань домашняя. А откуда у вас эти вещи? Это все из личной коллекции Марианы Медведевой. Школа ремесел есть такая в нашем городе. У нее очень большая, обширная коллекция. Она собирала чувашские предметы. Дело в том, что чувашская вышивка, она очень интересна для интересующихся вышивкой. В принципе, она двухсторонняя. И с одной, и с другой стороны здесь лицо. Здесь нет изнанки. А вот давайте современные вещи посмотрим. Покажите нам, там тоже эти принципы соблюдаются? Тоже двусторонняя вышивка? А здесь она просто чистая, но на самом деле уже все-таки идет на лицо. Это более современное. Покажите. Тоже приподнимите, пожалуйста. Давайте развернем. Но это уже это, наверное, не такие... головной убор. Это уже, да, такое полотенце больше. Рушник, когда мы хлеб приносим, подаем, что-то вот он такой большой рушник. И здесь у вас есть еще что-то вот такое тоже интересное. Расскажите. Масмак – это украшение женщины, незамужней девушки. Масмак очень идет, оставайтесь так. Да, очень красиво смотрится. Это современная вещь уже? Это, да, уже современная, стилизованная. Это мастерица из Чебоксары, из Чувашии, шьет костюмы и вот ее изделия. А вот это вот элемент, это копия. Тоже приподнимите, пожалуйста. Да, вот так вот. Это копия украшения для пояса, которое выполнено сотрудницей этнографического музея города Санкт-Петербург. Прикрепляется к поясу обычно на костюме. Вот здесь вот и бисер, и ракушечки. Тоже очень интересный экземпляр. Вы где-то показываете эти вещи? Может быть, там можно к вам прийти или... Да, к нам всегда можно прийти. Периодически мы собираемся в основном с девушками. Девушки интересуются вышивкой и творчеством на улах, так называемый улах. Это такие вечерки, когда мы собираемся и что-то там своими руками время за вышивкой. Да. Так, почти уже так мы ушли как раз, мне кажется, куда-то в конец 19 века, то и может быть... Да,